Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вы еще не знаете, что сейчас от вас скрыто. Загадайте, пожалуйста, на себя, и песочек вам все расскажет. И нужная и важная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Итак, загадывайте. Я обращусь к высшим силам, попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! От вас скрыто, что у вас какой-то человек любит, и любит так сильно, что у него сердце рвется на части. Человек, который как в тени держится, а может быть на расстоянии. Вот у кого-то человек скрывает свои чувства, допустим, нельзя об этом говорить, потому что вы не свободны, вы в браке, либо он в браке, а может быть какое-то другое препятствие есть в сегодняшнем дне, а у кого-то расстояние, да, человек на расстоянии с вами находится и так вас любит, что сердце рвется на части. Ничего себе! Вы любимы, мужчина и женщина, вы любимы, кто зашел на эту отсыпку. Это от вас скрыто, но вы должны об этом знать. Человек этот буквально сейчас в шаге от судьбоносного действия. Ну, я так понимаю, от того, чтобы раскрыть свои чувства, либо сделать первый, но решающий шаг в вашу сторону. Этого человека вы точно знаете. И мне вот почему-то кажется, что у вас к этому человеку как минимум есть симпатия, но как максимум ответное чувство. Да? Может быть, вы пытались построить отношения, но вот не получилось, да, и вы думаете, ах, наверное, человек меня не любит. На самом деле очень сильно любит. Либо, возможно, это какие-то действительно треугольные отношения, и вы там в сомнениях находитесь, вот, а человек вот в шаге от судьбоносного решения. И поверьте, человек это решение примет, и шаг этот обязательно сделает, потому что такие сильные чувства, но их нельзя игнорировать, они прям с головой накрывают этого человека. Если любовный треугольник, то человек вот прям, приложит усилия, да, пойдет на радикальные меры для того, чтобы либо вас, скажем так, похитить из семьи, либо на разрыв своих отношений пойдет. Если эти отношения на расстоянии, да, между вами расстояние, то человек, не знаю, там, купит билет на первый попавшийся транспорт, любой транспорт, лишь бы до вас добраться. Либо вам будет признаваться и, допустим, просить, чтобы вы там приехали. У каждого по-своему отыграется. Мужчина и женщина одинаково. То есть мужчину любит женщина, а женщину любит мужчина. И любит по-настоящему. Здесь такие чувства сердце просто вот на части разрывают. Уже не может терпеть, уже не может о своей любви молчать. Дальше, мои хорошие, у кого-то рядом подлый человек. Очень подлый, очень мстительный. Вот обида у этого человека на вас, очень сильная обида, за что-то обида. Не могу сказать за что, вы все разные. Но человек, живущий этой обидой, хочет вам отомстить, как будто бы хочет вас до беды довести, либо вас подставить, либо даже вам как-то навредить. Этот человек вас буквально куда-то за руку будет тащить. Вот пошли и все. Либо я знаю, как правильно, либо я знаю, куда. Да? Вот прям за руку будет вас хватать и куда-то тащить. Ни в коем случае не идите. Даже если это ваш лучший друг, либо ваша лучшая подруга, либо родной родственник. Да? Я вижу, что человек обижен, и человек вот прям придумал какой-то очень коварный и злобный план. Хочется, чтобы вы страдали, хочется, чтобы вам болело. Не ходите, не ездите никуда, особенно если вас прям принуждают, вот прям тащут. Вы говорите, не сейчас. Человек говорит, нет, сейчас, вот поехали и все. Не надо, откажитесь.
Смотрите, я вижу, что у человека уже планочку сорвало, да, и человек вас будет прям принуждать, тащить. И если вы согласитесь, то плохое может случиться. Если вы не согласитесь, останетесь там, где есть, никуда не пойдете, то человек перегорит. Перегорит и передумает делать вам плохое. Понимаете, как в себя придет, как отрезвление наступит. Человек скажет: ой, что же я делаю, да? Ну, обида обидой, но это же вообще уже преступление, либо это крамольно, это грешно. И человек передумает. Не соглашайтесь никуда ехать, либо идти с другом, подругой, либо с родственником, да? Оно того не стоит. И еще вы не знаете, что есть возможность, очень классная возможность сэкономить большие деньги. Может быть, вы сейчас хотите что-то купить, либо задумались о какой-то серьезной и дорогостоящей покупке. Может быть, вам нужно внести какую-то предоплату, да, либо оплату сделать. Возможность есть сэкономить. Вы о ней пока не знаете, очень сильно переживаете, что вам придется огромную сумму отдать. Но в момент оплаты, либо перед моментом оплаты, внесения денег, вам это раскроется. Раскроется, что вы можете, может, там частично оплачивать, да, в рассрочку пойти. А может, вам скидку крутую дадут. А может быть, там подешевело все. Да? Не спешите себя доводить до отчаяния. И не оплакивайте тех денег, которые вы точно не потратите. Вот скидка у вас точно будет. Экономия будет существенной, более даже чем существенной. Прям хорошие деньги в руках останутся. Дальше. Дороги. Чтобы чего-то добиться, вам нужно будет не один раз куда-то съездить. Может быть, в одно и то же место несколько раз ездить. Может быть, вам в разные места нужно будет ездить. Но вот вижу, что вы добиваетесь своей цели, либо получаете желаемое через две дороги, да, два пути. Дважды в одну сторону, либо один раз в одну сторону, другой раз в другую сторону. Но вот именно ехать, надо ехать, придется ехать. Ну вот без этого никак. Даже если вам говорят, что без вашего участия, вам врут. Придется ехать. Дороги не дальние. И дороги мне идут достаточно светлыми. Ну, может быть, первая дорога немножко волнительная будет, а потом уже все нормально, все пойдет. Вижу, что добьетесь, но придется куда-то ездить. И еще, мои хорошие, вы на хорошего человека плохо думаете. Человек, ну, то ли подставили этого человека перед вами, то ли там стечение обстоятельств. Ну, вот вы ошибаетесь. Вот вы думаете, что человек плохой, на самом деле это человек хороший. Человек вам ни зла не желает, наоборот, да, вот если что, там и поучаствовать, может и помочь. У вас неправильное мнение, либо превратное мнение о каком-то хорошем человеке. Может быть, вам кто-то в таких, знаете, густых черных красках про этого человека рассказал. Не спешите показывать свое пренебрежение, не спешите показывать свое негативное отношение, иначе потом придется извиняться, иначе потом вас ждут муки совести. Скажете: ах, да как так, да, хорошего человека обидела. Зачем я там подружку послушалась, либо кого-то послушалась. Да, вы о ком-то хорошем плохо думаете. На самом деле человек очень хороший. И все раскроется, конечно, раскроется. Но не показывайте, да, своих мыслей, не показывайте, своего отношения не показывайте. Держите при себе. Чтобы не было потом у вас конфуза, чтобы не пришлось вам извиняться. Ну и с совестью своей, да, чтобы вы смогли ужиться. Может быть, на парня плохо думаете, да, на жениха, либо невесту, а кажется, что все хорошо. А может быть, на работе на кого-то плохо думаете, либо на какого-нибудь там чиновника плохо думаете. А потом все выяснится, что хороший человек и к вам очень хорошо относится. Просто подставили, либо, ну, такое двоякое мнение, может быть, стечение обстоятельств, как я уже сказала. Еще, мои милые, вот здесь показывают вас, и показывают ваши способности. Способности очень незаурядные, и
вы многое о себе не знаете. Ну, дословно, да, вы не знаете, на что вы способны. Вы сами перед собой как будто бы прибедняетесь и сами себе говорите, что ну, я человек маленький, я ни на что не влияю, ничего не решаю, да что я могу? Вы очень многое можете. Вы можете гораздо больше, чем все те, кто вас окружает. Вот если собрать все их таланты и способности и вас одну либо одного поставить напротив, то вы будете гораздо сильнее, чем все эти люди. Вот не прибедняйтесь. А чтобы раскрыть свои способности, нужно, конечно, пробовать себя, применять себя, таланты свои применять. Знаете, как глаза боятся, руки делают. Просто начните чем-то заниматься, просто начните подключать свои способности, включать, вернее, свои способности. Поверьте, вас ждут удивительные моменты, невообразимые удивительные моменты. Может, вы всю жизнь так прожили, да, и к себе так относитесь, что я могу, на что я влияю. На самом деле тут суперсила. Ну вот по-другому и не скажешь. Вы супер, как вумен, да, супермен. И это все про вас, и это честно. Кстати, у кого-то из моих дорогих зрителей, кто буквально сейчас смотрит мою отсыпку, есть уникальный дар исцелять других людей, причем эмпатическим путем, либо своей энергетикой. Да. Возможно, вы очень крутой биоэнергет, но про себя это еще не знаете. Ну, либо скромничаете, да. А у кого-то действительно такой сильный уровень эмпатии, что вы способны, ну, действительно вот на расстоянии даже, да, исцелять души и тела других людей. Силой своей эмпатии, пожелав кому-то счастья, пожелав кому-то здоровья, прочитав за человека молитву, вы можете исцелить, действительно помочь и исцелить. И то, что вы желаете, люди получают. То есть пожелаете хорошее, человек хорошее получит, пожелаете плохое, плохое придет. Вот так вот. Это ваша суперсила, это ваша способность. И вы с этим живете, вы такой человек. Кто-то про себя, ну, может быть, догадывается, да, были какие-то моменты в вашем прошлом, ну, а кто-то ни сном, ни духом. А на самом деле вот такая сила у вас. Так, еще вы не знаете о том, что вот здесь две женщины из-за вас волосы на себе рвут. Эти женщины, они очень злые, и вот они считали, что вы у них как кость в горле, да, и что нужно с вами бороться, и вот они вдвоем это смогут сделать, могут вас победить, смогут погубить, навредить, да, вот такие у них мысли были. Ну, сильно в себя поверили, да. Либо вы такой человечек очень спокойный, скромный, и они такие, да мы ее быстренько тут в бараний рог скрутим, а теперь волосы на себе рвут, потому что то, что они для вас желали, буквально сейчас на их головы падает. Вот дословно, вот желали они вам болеть, теперь они болеют. Желали они вам бедствовать, по миру с протянутой рукой идти. Вот сейчас у них такой вот финансовый крах в жизни происходит. Вот желали, чтобы вы там прям одинокие были, никому не нужные, да. Вот то же самое к ним пришло. Именно две женщины. Мне вот почему-то кажется, что они то ли мать с дочерью, то ли как бы две сестры у кого-то отыграются. Либо настолько они дружны, как будто бы, ну вот две сестры почему-то мне идет. Ну и также мать с дочерью может отыграться. Волосы на себе рвут, прям к небу руки вздымают, да, а небо молчит. Небо черное для них. Ну потому что грешили очень сильно. Вот много злобы от них в вашу сторону шло. Но эта вся злоба к ним вернулась. И буквально сейчас, в это время на них проливается эта злоба. Все, что вам желали, все на них падает. И если в вашем окружении буквально вот вы узнаете, что какие-то две женщины очень сильно там болеют, страдают, там неприятности, бедность, лишения, вот знаете, что эти женщины были вашими врагами. Именно были, потому что после этой ситуации они уже не оправятся. И уже, знаете, как потеряют к вам интерес, да, потому что столько проблем в жизни будет, что уже не до вас. Так, еще вы не знаете, что какой-то человек вам пишет, либо хочет написать. Может быть, готовится, может быть, текст придумывает.
Письмо может быть как и электронное, да, может быть и смс-ка. Ну и также может быть бумажное письмо, классическое. Человек как будто бы в этом письме хочет вам в чем-то признаться. Душа болит у этого человека, либо груз, да, лежит на душе, камень огромный. И человек хочет излить свою душу, да, признаться. Признание достаточно серьезное, я вижу. Вот этого вы точно не ждете, точно об этом не думаете, вам, скорее всего, и в голову не приходило, да, что у кого-то по отношению к вам совесть нечиста. Но человек вот сказать лично не сможет, может побоится, может территориально это невозможно. Но, скорее всего, вот письмом вам передаст это все, да, в тексте будет признание этого человека. Дальше, мои хорошие, на ваше имя есть какой-то документ. Документ, который от вас до поры до времени скрывают. Это не злой умысл, сразу говорю, нет. Очень похоже, знаете, на завещание, если честно, на последнюю волю. Возможно, кто-то из родственников именно вам решил все свое там движимое, недвижимое отписать. И мне вот идет, что такой документ уже существует. В документе стоит ваше имя. Ваше имя. Но вам об этом не говорят, уж не знаю по какой причине. Может быть, знают, что вы там отказываться начнете. Может быть, в принципе, да, люди там далеко от вас находятся. Может быть, не хотят, чтобы у вас были неприятности там с другими родственниками, да, потому что люди будут претендовать, там споры, ссоры начнутся. Но вот мне идет, что это как последнее волеизъявление. Но человек еще живой, да, на ваше имя уже как бы отписано все. Еще вы не знаете о том, что мужчина хочет сделать вам предложение. Причем предложение очень такое необычное. Мужчина явно знакомый. Ну, смотрите, вы все разные, да, меня и мужчины, и женщины смотрят. То есть и мужчине, и женщине предложение хочет сделать именно мужчина. Предложение заманчивое и предложение, от которого очень сложно будет отказаться. Вот будет вам делать, причем вот как готовится, что ли, что-то готовит к этому предложению. Может, документы готовит, может быть, еще что-то готовит. Да? Вот придет и скажет, вот предлагаю тебе. И вы сразу загоритесь. Явно понравится. Но если вы женщина, а у вас любимый мужчина, то придет и сделает вам предложение там, вместе проживать, либо заключить официальный брак. Если вы другой мужчина, может быть, это ваш друг, и там, машину будет продавать, и деньги нужны срочно, да, по очень выгодной цене, и вы скажете, да, конечно, с удовольствием, мне давно твоя машина нравится. Либо еще что-то там продавать, либо делать. Хорошее предложение, точно не пожалеете. А вот здесь немножко мистический момент показан. Как будто бы для вас где-то место готово в каком-то обществе, сообществе, группе людей. Здесь люди показаны очень такие одухотворенные, связанные одной идеей, одной мыслью, честные, порядочные. И люди непростые, вот мне идет непростые, может быть, там всякие руководители, там бизнесмены, может быть, люди с хорошей репутацией, да, с хорошим положением в жизни. Вот вам как будто бы там место готово. И буквально ангелы вам туда дорожки протаптывают, да, чтобы вы туда попали. Здесь либо вы действительно в это общество попадете, познакомитесь и вас пригласят стать частью этого общества. Либо все ваши дороги будущего, они вас именно в эту дружную компанию, в это дружное общество ведут. Там вы обретете как будто бы вторую семью. Понятно, что никто не может заменить вашу родную семью, но там у вас такие отношения сложатся, как будто бы вы в семью попали, в такую здоровую, любящую, полноценную семью. Не могу сказать, что это за место, но вам туда все дороги указывают, да, все указатели дорог туда указывают. Буквально ангелы вам туда дорожки протаптывают. То есть там вам будет хорошо, там вы будете среди своих, и там действительно вы получите ту любовь, ту поддержку, те эмоции, которых вам сейчас не хватает.
Ну вот такое место показали. Не могу сказать, что... Но там много людей, они все разные, но очень хорошие, добрые, порядочные, любящие, заботливые и очень ответственные. Вот туда вы попадете. Ангелы так хотят, высшие силы так хотят. Мне вообще идет, как будто бы вы своих людей найдете. Вот равных вам и по уму, и по достоинству, и по конструкции души. Да, вот светлые люди. Так, еще вы не знаете, что ну вот на работе, скорее всего, у кого-то, да, на работе под вас кто-то копал, но по рукам получил. Причем получил от руководителя, от того, кто самый старший и главный. Ну, буквально по рукам получил. Может быть, человек пытался вас оболгать, пытался вас подставить. А вот этот самый главный прям по рукам дал и сказал: не лезь. Вот я знаю, кто она такая, я знаю, кто он такой, и не смей мне тут всякие гадости говорить, иначе работы лишишься, вылетишь как пробка. И человек прям так испугался, вы знаете, прям в себя прийти не может. То есть даже если у вас отношения с руководителем не очень там, ну, дружеские, в плане там вы на бурденшафт не пьете, либо у вас нет задушевных бесед, и вам даже кажется, что ваш начальник не знает вашего имени, то вы очень сильно ошибаетесь. У вас очень хорошая репутация на работе. И вот самый главный начальник в курсе событий и к вам очень уважительно и трепетно относится. То есть подстава не прошла. Да, вот этот начальник очень мудро поступил, и человека вот прям и послал на 3 буквы. Еще вы не знаете о том, что какой-то человек прям слезы льет, хочет с вами помириться, либо договориться. У кого-то действительно вы поссорились, и человеку плохо, хочет помириться, а у кого-то, возможно, с человеком был какой-то спор, либо какие-то недоразумения, и теперь человек хочет договориться полюбовно, да, спокойно договориться. Этот человек обдумывает, с чем и как, когда, главное, к вам подойти. Ну, чтобы вы были в хорошем настроении, да, в расслабленном состоянии, чтобы новой ссоры не произошло, либо чтобы вы были договороспособны, да. Ну, там понятно, что если после работы к вам прийти, то, скорее всего, вы будете уставшие, либо уставший. Вот хочет вас подловить в хорошем расположении духа для того, чтобы вам предложить примирение, либо договориться с вами полюбовно. Уж не знаю, кто этот человек, но явно в вас очень сильно заинтересован этот человек. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.